Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В селе Алтан Амгинского района в котельной обнаружили взрывчатое вещество. Идут следственные действия. Полиметалл и районы присутствия. Руководство компании встретилось с администрацией Верхоянского и Тампонского улусов. Какая помощь оказана? Привлечение молодежи к законотворческой деятельности. Завершился республиканский форум «Молодежный парламентаризм» в Якутии. В селе Алтан Амгинского района в котельной при загрузке угля обнаружили взрывчатое вещество. О данном факте незамедлительно доложили в правоохранительные органы. По предварительным данным, взрывчатое вещество предназначено для использования при взрывных работах. В настоящее время выясняют, как это вещество попало в котельную. Идут следственные мероприятия. 12 декабря в дежурную часть МВД России по Амгинскому району поступило сообщение. В селе Алтанцы в котельной ЖКХ было обнаружено взрывчатое вещество. Сообщение поступило от работника Сахаспецтранс. По обнаружению данного вещества были своевременно подтянуты силы ОВД. Было произведено оцепление. Взрывчатое вещество было изъято. Никто не пострадал, объекты жизнеобеспечения также не пострадали. Сейчас проводится процессуальная проверка и будет по итогам проверки принято решение. Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Аймяконском районе значительно сокращаются. Дает результаты рейдовая и разъяснительная работа, а также участие в акции «Стоп ковид». Таким образом и вакцинация набирает темпы. На территории Аймяконского района на сегодняшний день прошло вакцинацию 4543 человека, что составляет 75% от взрослого населения. За неделю надо отметить, что вакцинировалось 98 человек. Это для нас значительный результат. Отмечается, что эта вакцинация дает свои результаты. У нас в районе значительное снижение идет заболеваемости. На сегодня у нас в районе 15 человек заболевших. Коллективного иммунитета мы хотим добиться в текущем году, до начала 2022 года. Якутия и Монголия планируют расширить гуманитарные и торгово-экономические связи. Глава Якутии и генеральный консул Монголии в Иркутске обсудили проекты, направленные на расширение взаимодействия между странами. Стороны договорились и дальше укреплять гуманитарные связи, а также расширить торгово-экономическое партнерство. В этом году внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ. Участники встречи положительно оценили обмены между университетами, научными и культурными учреждениями. Отметим, что в текущем году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Также глава Якутии рассмотрел предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании «Водоканал» в текущем году. Так продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Жатай. Ввод объекта с производительностью 3000 кубических метров воды в сутки позволит решить экологическую проблему сброса сточных вод в реку Лену. Предприятие запустило Верхневилюйский водоочистную станцию, начали строительство канализационных очистных сооружений производительностью 500 кубических метров в сутки по республиканской программе. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в селах Верхневилюйск и Андреевский водоканал строит магистральные кольцевые сети водоснабжения. По итогам совещания С.Н. Николаев обратил внимание на снижение дебиторской задолженности предприятия и соблюдение сроков реализации инвестиционных проектов. А руководство якутского филиала акционерного общества «Полиметалл» встретилось сегодня с администрацией Верхоянского и Тампонского районов. Озвучены итоги работы и планы на грядущий год. «Полиметалл» присутствует на территории Якутии с 2016 года, а с 2017 активно решает многие вопросы, в том числе участвует в социально-экономическом развитии. Например, «Полиметалл» ежегодно выделяет более 10 миллионов рублей Верхоянскому улусу. Благодаря такой поддержке в районе строят детские и спортивные площадки, обустраивают территории, закупают различное оборудование для школ и сельских клубов. Всего инвестиции компании в благоустройство Верхоянского и Тампонского районов составили порядка 160 миллионов рублей. Помощь оказана и в противодействии пандемии. В Тампонской районной больнице благодаря «Полиметаллу» введен в строй кабинет компьютерной томографии.
2017 года, если смотреть, сумма, она, конечно, больше. В целом мы, как и целенаправленно, рассматриваем ежегодно в начале года проекты, в которые мы будем, так сказать, вкладываться, помогать и вместе делать. Это и школы, и сады, и школы творчества, и все самое необходимое, которое с точки зрения администрации, с точки зрения жителей и нашей точки зрения, мы это активно обсуждаем, начинаем заниматься этими проектами. Сбер открыл первый офис нового формата в Якутске. Обновленное отделение представляет собой пространство, в котором клиенты, помимо проведения привычных финансовых операций, могут получить совершенно новые услуги в таких сферах, как логистика, доставка и здоровье. Подробнее о нововведениях в материале Власия Сергеева. В новом офисе стерты границы между клиентами и сотрудниками банка. Отсутствуют привычные кассовые ряды. Вместо них обустроены комфортные рабочие зоны. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. Помимо традиционных услуг, данное отделение предлагает и сервисы экосистемы Сбера. В современном мире все чаще клиентам хочется для закрытия разных своих потребностей не ходить в множество разных точек. Им важно получать в одном окне, в одном месте максимально полное удовлетворение своих потребностей. Именно поэтому мы в новых офисах сделали акцент не только и не столько на развитие банковских сервисов, но и представили здесь всю экосистему Сбера. Так, в новом офисе на Дзержинского, 25 клиент может отправить или получить посылки, подключиться к мультимедийному сервису ОККО, получить специальные предложения от сервисов Delivery Club и Сбермаркет, заказать такси, оформить полис ОСАГО и приобрести умные девайсы Сбера. Также в этом отделении можно воспользоваться новейшими банкоматами, идентифицирующими клиента по лицу. Здесь новшество какое, это можно обслуживаться без карты. Есть функция биометрии. То есть клиент подходит, заходит войти по биометрии, и по снимку лица будет обслуживание. Также он может и снять деньги, внести деньги, сделать какие-то платежи, переводы. По словам сотрудников, традиционные услуги все так же востребованы у населения. К примеру, кредитная Сберкарта – флагманский продукт банка, который предусматривает 120 дней без процентов, бесплатное обслуживание и простоту оформления. Сочетание традиционных и цифровых возможностей банка – в этом заключается современный формат отделений Сбера. В скором времени ожидается открытие такого же обновленного отделения в Якутске на улице Ярославского. Власий Сергеев, Владимир Павлов, Якутск. Идем далее. В райцентре Татинского улуса в селе Тык-Кёль завершено строительство нового здания полиции. Старое здание эксплуатируют с 60-х годов прошлого века. Оно давно признано аварийным. Строение ушло в землю по окна. Полы холодные, зимой вода замерзает прямо на полу. В таких условиях стражи порядка трудились долгое время. Сейчас, благодаря федеральной квоте, завершено строительство двухэтажного здания площадью порядка 1000 квадратных метров. Теперь все службы МВД, это отделение полиции, миграционная служба и ГИБДД находятся в одном помещении. В зимнее время температура доходила на первом этаже до минусовой. В таких условиях, конечно, о какой можно было говорить работе. Поэтому моя первостепенная задача нужно построить здание. И мы через Министерство внутренних дел Российской Федерации, спасибо огромное нашему министру Владимиру Александровичу Колокольцеву, который всегда относится с глубоким уважением к сотрудникам, которые несут службу в Якутии, потому что у нас здесь непростые условия природные. И вот на сегодняшний день мы открыли прекрасно, я считаю, здание, где тепло, светло, много сделано вот именно по выполнению майских указов президентов. Это о оказании государственных услуг нашему населению. Наши сотрудники будут нести достойную службу, улучшат свои результаты, я не сомневаюсь в этом. Завершающим мероприятием декады ко Дню инвалидов стала квест-игра для уснерских детей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что на учете в управлении соцзащиты района стоит 48 детей, и никто из них не обделен вниманием. Продолжит Светлана Поцелуева. Интересную квест-игру с ребятами провели участники детского сектора «Непоседы» Дома культуры «Металлург».
Вместе с руководителем сектора Любовью Ивановой они пригласили на поиск сокровищ мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья. Мы выступаем для детей. Не просто так это. Мы собираемся проводить позитивные конкурсы, веселые конкурсы. Мы хотим развиваться в этом направлении. Мы готовим, не для своей выгоды. Мы готовим для того, чтобы, дети были радостные. Детям тоже нужна радость. Вот это вот. Конкурсы всем, я думаю, понравились. Мы хотим так, чтобы им нравилось, чтобы не скучали и не стояли на месте. Гости с удовольствием отвечали на вопросы викторины, играли, соревновались в выполнении всяких пиратских штучек, брали на абордаж корабль и искали сундук сокровищ. Словом, всем было весело и вкусно, потому что сундук был наполнен разными вкусняшками. Мы получили китош и мороженое. Классное испытание. Как тебя зовут? Меня зовут Царенов Марат. Марат, тебе понравилось? Да, очень. Игры очень веселые. Нам очень понравилось. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за то, что приглашают нас на различные мероприятия, подобные игровые, потому что мы редко выходим и так, тем более холодно у нас в Ваймяконе. И самое главное, что дети развлекаются, развиваются с такими играми и мероприятиями. И общаются, да, самое главное. Аймяконское управление социальной защиты при содействии некоммерческих организаций постоянно проводит различные мероприятия для своих подопечных. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. И последнее. На базе библиотеки архива Николаев-центра в Хангаласском районе прошел республиканский форум «Молодежный парламентаризм в Якутии». Мероприятие организовал молодежный парламент при Госсобрании республики. В работе форума приняли участие около 60 членов молодежных общественных объединений. Форум направлен на привлечение молодежи к законотворческой деятельности, разработке и реализации эффективной молодежной политики в регионе. Образовательная программа прошла в смешанном формате, онлайн и офлайн. По итогам работы принято решение проводить данное мероприятие ежегодно. Мы участвовали в треке по организации работы в муниципальных районах молодежного парламента. Поступило очень много предложений, вопросов. В целом, можно сказать, мы выработали какую-то определенную работу, по которому мы сейчас начнем отрабатывать. Это касается создания на местах ячеек молодежного парламента, можно сказать, насчет стимулирования молодых ребят. Это вопросы обеспечения для проведения различных мероприятий и так далее. И над этим, я так думаю, еще хорошенько надо нам поработать. Далее на канале Якутия-24 смотрите программу «Якутия Лайф». Оставайтесь с нами.